16 декабря комиссия ЮНЕСКО включила Орнек, крымско-татарский орнамент и знания о нем в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Работа над включением системы знаков и ее практического использования в список ЮНЕСКО велась много лет и базировалась на начатых еще в конце 80-х годах исследованиях известного крымско-татарского художника и мастера декоративно-прикладного искусства Мамута Чурулу. Это знаменательное событие для меня и для моих учеников, и для тех, кто принимал участие в этом проекте. И я думаю, что для всего крымско-татарского народа. Я познакомился с крымско-татарским народным искусством еще в Узбекистане. Там я познакомился с первыми образцами вышивки крымско-татарской. А крымско-татарские килимы я обнаружил в селе Палванташ Андижанской области, где жили женщины из Таракташа, которые ткали килимы. И уже тогда я начал собирать орнаменты, их классифицировать, сортировать. И в результате этого в 1996 году уже было издано пособие для детских садов и школ по орнаменту крымско-татарской вышивки и ткачеству. Орнек – это система символов и их значений, вобравшая в себя элементы культур всех народов, принимавших участие в этногенезе крымских татар. Основную часть элементов Орнека составляют геометрические символы и растения. Значение некоторых из них можно отследить вплоть до эпохи неолита. Отличительной особенностью и одной из главных причин включения Орнека и знания о нем в список ЮНЕСКО является неразрывность традиции этой художественной системы, продолжающей развиваться в течение нескольких столетий. Несмотря на упадок в годы ссылки, прикладное искусство живет в работах современных крымско-татарских художников и мастеров. В каждом селе были профессиональные мастерицы, которые рисовали эти сложнейшие орнаменты и учили других вышивать и ткать. Их называли накаш. Когда произошла депортация, все они исчезли. Важным эпизодом в возрождении вышивки и крымско-татарского орнамента стало знакомство Мамута Чурулу с вышивальщицей Зулихой Бекировой, которая знала считавшуюся утраченной уникальную технологию двусторонней вышивки. Зулиха Бекирова обучила 12 мастериц и рассказала о значении некоторых символов Орнека. Одна из учениц, вот ныне наша одна из лучших вышивальщиц, это Эльвира Усманова, она удосужилась задать правильный вопрос. Она спросила, а что означают эти орнаменты? Изображение розы – это знак замужней женщины. Изображение бадем, миндаля – это знак девушки на выданье. Изображение тополя – это знак мужчины, изображение тюльпана – это знак молодого мужчины, изображение гвоздики – это знак пожилого человека, вышедшего из репродукционного возраста. Вся система обозначает продолжение человеческой жизни. В 2018 году крымско-татарский орнамент и знания о нем был включен в перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, а в прошлом году подан от страны в список ЮНЕСКО. Работу над подачей документа вела председатель общественной организации «Алем» Исма Аджиева. Было рассмотрено 48 заявок в этом году. Комиссия ЮНЕСКО, она, единодушным голосованием, без единого вопроса дополнительного приняла наш проект. Он был безукоризненно сделан и выполнен, отвечал всем требованиям ЮНЕСКО. Сама эта система и работы наших мастеров, они сейчас висят на сайте ЮНЕСКО. Включение Орнека, крымско-татарского орнамента и знания о нем в список нематериального наследия человечества от ЮНЕСКО означает дополнительный интерес к крымско-татарской культуре во всем мире и способствует дальнейшему развитию и изучению крымско-татарского орнамента.